Главное условие беспошлинной торговли – наличие сертификата происхождения товара, выданного Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. То есть у участников внешнеэкономической деятельности, у которых заключен контракт с российскими фирмами, при завозе продукции в Абхазию взимается лишь таможенный сбор, равный 1% от стоимости товаров. При наличии, группа товаров, которая облагалась таможенной пошлиной, она не облагается. За исключением определенных перечней там акцизного товара, чай, воды, они как облагались таможенной пошлиной, так она в общем порядке оформляется. Кроме того, соглашением предусмотрен экспорт нефтепродуктов из России в Абхазию без применения российских вывозных пошлин в рамках квот, оговариваемых сторонами ежегодно, исходя из годового объема внутреннего потребления в Абхазии российских нефтепродуктов. На 2015 год квота составила: бензин марки не более 95 – 12,5 тысяч тонн, не более 98 – 30 тысяч тонн, дистопливо – 7,5 тысяч тонн. Это участники внешнеэкономической деятельности, которые работают по контракту, имеется в виду между производителями и поставщиками российской стороны и абхазской стороны. Вот при наличии, СТ-1 и, естественно, соответствующий пакет документов на виды товара, на абхазской стороне оформляется без взимания таможенной пошлины. Необходимо отметить, что за 20 дней января лишь один абхазский импортер предъявил сертификат происхождения товара. С тех пор, как соглашение уже вступило в силу, к нам обращалась только одна фирма, СПО «Контиопт». Единственная фирма, которая предоставила сертификат, и в соответствии с этим сертификатом она была освобождена от уплаты таможенных платежей, именно конкретно пошлины. Насколько данное соглашение облегчает жизнь участникам внешнеэкономической деятельности и дает возможность заработать больше, пока говорить сложно. Известно ли, что данная мера готова поддержать как крупного, так и мелкого предпринимателя, которые пока еще не воспользовались ею? Облегчает. Человек раз по растаможку 3% фирма будет платить или 1%, разница есть 2%. Любой коммерсант, любой предприниматель, он будет же искать выгоду, и в этих 2% тоже выгода, конечно, выгодно. На этот раз вы не воспользовались сертификатом? Мы не в курсе, просто были всех подробностей, всех нюансов, какие именно сертификаты, какие документы. В следующий раз будем знать, воспользуемся. Необходимо отметить, что в перечень данного соглашения не подпадает сельхозпродукция. Это значит, что вывоз цитрусовых, фруктов и другой сельхозпродукции по-прежнему облагается налогом на территории России. Один из его плюсов – то, что абхазские предприниматели, вывозя из России товар, платят за него намного меньше, чем раньше. Таким образом, себестоимость товара значительно понижается, а следовательно, его цена для покупателей. В целом, режим беспошлинной торговли – дело хорошее. Вместе с тем, по оценке экспертов, бюджет Абхазии за этот год не досчитается около 150 миллионов рублей. Нисфа Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.